В финале Олимпийских игр 1984 года на татами вышли египетский дзюдоист Мухаммед Али Рашван и Ясухиро Ямасита из Японии. Во время соревнований Ямасита получил травму, разрыв мышц правой ноги, и на финальный матч вышел, будучи тяжело травмированным. Те, кто не помнит или не знают об этой встрече, могут найти и посмотреть ее в интернете. Выходя на ковер, Ямасита опирается только на левую ногу, а правую фактически волочит. Во время схватки тренер Мухаммада Али постоянно кричал: «Давай, атакуй правую ногу, бей по правой ноге». Действительно, всем, кто смотрел эту встречу, было видно, что для победы Мухаммеду достаточно одного удара по правой ноге соперника. Но он этого не сделал. Египетский спортсмен проиграл и стал обладателем серебряной медали. У многочисленных журналистов, окруживших его после встречи, был один единственный вопрос: почему? Почему он этого не сделал? Моя религия запрещает мне бить раненых, тем более по больному месту. Если бы я в этой ситуации нагрузил бы его и ударил по травмированной ноге, он мог бы даже остаться искалеченным. Даже ради золотой медали я не мог сделать такое с ним, ответил он. Ответ Мухаммада зал встретил овацией стоя, а Международный комитет Fair Play присудил ему премию «Спортсмен года 1984». Позже, во время визита в Японию, его встречали по-королевски. В тот год тысячи людей по всему миру, впечатленные его поступком, приняли ислам. А ведь Мухаммад никому не говорил, чтобы тот стал мусульманином, не прилагал никаких усилий, чтобы кто-то стал таковым. Он просто поступил как истинный мусульманин, и этого было достаточно. В хадисе сказано, что на вопрос, кого называют мусульманином, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил весьма коротко и ясно: обладающего благим нравом. На вопрос, последовавший сразу вслед за этим, а что подразумевает обладающий благим нравом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: это тот, кто своим действием не причиняет вреда кому-либо. Человек, приносящий пользу окружающим. То есть мусульманин – это хороший во всех отношениях человек. Так будь настолько хорошим мусульманином, чтобы даже пришедший с намерением убить тебя, озаривший светом ислама, взял с тебя пример, то есть изменился в лучшую сторону.